Добрый вечер. В эфире программа «Вслухо». И сегодня наш гость Александр Тедеев. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Александр, что или кто тебя вовлек в мир музыки? Меня отец, скорее всего. Насильно? Нет, не насильно. Я просто рос в среде, музыкальной среде, среди его друзей. Бонварон, Сарджик Каев, Вадим Харебов, Валера Сакаев. Вот все эти люди меня окружали всегда. Ну, и не только они, еще много других. Тоже вот так вот я тихо-тихо вовлекся во все это. И тебе это нравилось? Вот, Ну, я-то был ребенком, и, может, я ничего не понимал, но как бы это на меня влияло в любом случае, когда вокруг тебя такие хорошие люди, допустим, да, добрые. Вот, и так репетиции, я помню, бывали тоже какие-то отрывки, помню. Вот так тихо-тихо взрос я вот на этой теме. Ну, все-таки, как ты себя помнишь, вот со скольких лет ты прикоснулся уже к инструменту? Прикоснулся? Да. Ты же ходил вокруг этих инструментов, но вот так встал и сыграл вот какой-то первый... лет, наверное, 12, когда мне было, да. Лет 12 я первый раз взял гитару, вот начал уже экспериментировать даже с какими-то рифами, с гитарными пассажами и так далее. Снимал, слушал, снимал на слух песенки, всякие гитарные партии. И вот тогда ты себе решил, что ты будешь... Ну да, когда я стал сознательным уже, да, вот в этот момент я уже, наверное, знал, что я буду музыкантом. И вот. Не менял свое мнение? Потому что есть же другие профессии, в конце концов, есть, да? Что да. Есть я более, можно сказать, денежного характера в отношении будущего своей жизни. Ну, тогда, когда я начал вообще уже задумываться об этом, я-то еще баскетболистом был, я спортом занимался. Вот, но это как бы с раннего детства. А потом уже, когда начинаешь ближе к подростковому возрасту, я уже увлекся музыкой именно. Вот, и более сознательно к этому подошел. Гитара была дома, все. Вот, и, ну, естественно, я все это видел тоже отца на сцене, как он играет. Вот, и все, мне это нравилось. Это вообще всегда нравится. А вот и какая первая песня, которую ты полюбил? Есть же такая песня с детства? Ну, песни детства, конечно, это может из мультиков какие-то. Да. Вот. Но если что касается именно рок-музыки, допустим, то ну, это были, наверное, не песни, скорее всего, а именно много песен, группы. Вот, те же Beatles, те же Deep Purple, Led Zeppelin. Вот, все это всегда было рядом, звучало. Вот, и мне даже выбирать не приходилось. То есть какие-то композиции, которые уже тебе были любимые, ты их всегда наигрывал для себя уже? Ну да, да. Ну, первый раз, когда я уже начал уже сам увлекаться, когда на гитаре начал играть, то это была «Металлика». Вот, и это была «Nothing Else Matters» песня. Это первая песня, которую я снял. Вот. И потом уже пошло-поехало. Все другие. Все После школы ты идешь в музыкальное училище? Да, иду, но у меня не получается поступить. Почему? Ну, это, наверное, не к месту. Ну, я не знаю, видимо, нельзя говорить, почему. Но ну, в смысле того, может... Происхождение не понравилось, скажем так. Вот. И все-таки не оставил свою надежду и пошел второй раз? Ну, второй раз уже потом, через много лет. Вот. А так я просто сам начал заниматься музыкой. Самообразованием? Да, самоучка. Самоучением. Самоучением, да? А вот ты себя представлял вообще на сцене, когда вот еще в подростковом возрасте, что вот ты видишь? Да, мне было 14 лет, когда я первый раз выступил на сцене с группой Night Scream. Вот. Это Алеша Козаев, Гия Арболишвили. Вот они мне дали первый толчок. Они мне показали, что такое играть на сцене, на гитаре. Первый раз мне показали, как надо, ну, там, серьезный прием гитарный. В общем, они мне дали первый старт самый. Ну, второй, скажем так. Первый был это мой отец, второй уже группа Night Scream. Ну, почему-то этот «Ночной крик», он был последним. Может, это бы Рок закричал в Южной Осетии, что по своей последней крике ушел? Или он вернется? Night Scream, я думаю, вернется. Может, не в этом виде, но в каком-то виде обязательно вернется, потому что я недавно был в Южной Осетии, и я общался с ребятами, и они горят желанием еще попробовать. Хотел бы, чтобы приехали, чтобы они дали какой-то концерт свой, поработали. Ну, с концертом сложно. Не, конечно, я бы на это с удовольствием посмотрел. Вот, но у нас вообще в Осетии сложно с музыкантами, особенно в Южной Осетии. Нету барабанщиков. Вот. Если бы меня спросили, что я желаю молодежи, это побольше барабанщиков в рок-музыке. Потому что барабанщиков нет у нас вообще в Осетии. Если они есть, то их мало, и
не хватает людям. Поэтому как-то и групп меньше из-за этого. Все хотят быть гитаристами, певцами, а барабанщиками никто не хочет быть. И бас-гитаристами тоже. А может, они хотят, но не знают, куда обратиться или как с этим быть? Потому что есть же у нас хорошая школа даулистов, которые можно взять и переучить их на барабанщиков. Я думаю, Или это не то? Я думаю, школа рока это больше из семьи идет. То есть должны быть, это воспитание должно быть такое. Родители должны любить такую музыку, потому что, хотя бывают и другие случаи тоже, когда подросток хочет играть рок-музыку или слушать ее, а родители против. Это вообще классика жанра. Ну да, это классика жанра. И мне было очень интересно, вот твой ход тоже, что это преемственность такое поколение, что когда твоему отцу твой дед покупает гитару, и потом уже твой отец тебя показывает дорогу, в какую идти направление, то это уже интересно, и это уже хорошо вот в этом плане. Но встречаются опять же какие-то препятствия жизненные, да, вот в этом плане, что семья. Вот как прокормить семью, будучи рок-музыкантом сегодня в современной Осетии? Вообще музыкантам сложно очень прокормить семью. Это нужно быть, наверное, каким-то Хагалеговым там, или кем-то еще, чтобы получать большие деньги за пару песен, выступления там, и так далее. Но нет, рок-музыкантам, конечно, сложно. Приходится... А в чем сложность? Почему именно вот певцы из Кавказской эстрады получают бешеные сборы со своих концертов, а рок-музыканту это сложно? Тебе это одному нравится, а зрителю нет или как? Или нет просто рекламы, нет пиар-компании? Ну да, это вообще рок-музыка в андеграунде находится у нас в Осетии. Вот. Может быть, это из-за рекламы тоже. Может быть, это поколение такое взросло, пост-90-е, да. Но есть же в Северной Осетии очень много рок-групп, и русскоязычные, и англоязычные. Да, но они никому не нужны. И потом не все они, наверное, не у всех у них серьезный профессиональный подход к делу. Они просто хотят подурачиться, там, поиграть, там, что-то пошуметь. То есть это как бы времяпровождение? Ну, для большинства, скорее всего, да, потому что никто в итоге ничего не добивается. А те, которые добиваются, тоже не могут, потому что, ну, не знаю, не получается здесь, это не нужно, это, видимо, никому. То есть это зрителю не надо? То есть, если, например, собрать вас всех, да, на такой рок-концерт, мы зал не соберем? Я думаю, можно собрать, если будет хорошая реклама. А стадион? Стадион. Со всех вот собрать и сделать такой рок-фестиваль. Если всех старых, молодых. Если все рокеры в Осетии соберутся, все, то, да. я думаю, стадион соберется. Соберется стадион. Может быть, 70% стадиона соберется. То есть с хорошей рекламой, с хорошей подачей, это все в средствах массовой Да, но информации. это все должны, конечно, быть, да. Но все-таки стадион это уже несколько тысяч человек, которые придут на этот концерт. Значит, это кому-то нужно? Ну, кому-то это нравится. Просто реклама умеет быть навязчивой. Вот если правильно ее подать, то люди просто увидят это, услышат, они заинтересуются. А если это будет там пару афиш, которые висят, то не все же ходят по улицам, смотрят на эти афиши. Ну, Потом не все понимают, что у нас есть качественный продукт, рок-продукт. Да, вот. а как они могут его понять, если они его не слышат? Если они не видят Надо, чтобы его? слышали, надо, чтобы видели и слышали, потому что ведь все через телевидение и радио делается. Вот на телевидении Северной и Южной Осетии есть твой клип с записью твоей песни? Или... Моего клипа пока нету и нашего с отцом. Вот, Нету что, еще? Да, еще нету. А Мы на радио планируем. есть песни, которые звучат? Ну, честно скажу, я на радио обращался, на несколько радиостанций, как бы там, не буду назвать их. Да, название надо. Вот. Они поставили песню один раз, вот, но сказали, что это не формат. Не формат радио, да? Не формат, да. Я попытался им объяснить, что мы как бы поем на астинском языке, и это, в принципе, это в вашей компетенции, как бы, да. Единственная рок-группа, которая поет на астинском языке. Но они как бы, ну да, я все понимаю, мы все понимаем, но это не формат. То есть его никто не заказывает, его никто не просит поставить? Я думаю, что они просто боятся. Они боятся рисковать. Рисковать чем? Это же радио. Ну, в радио, да, но они боятся... Знаете, как было? Вот они ставили песню и постоянно джингл запускали, постоянно. Чтобы, видимо, никто не переключил. То есть страх, чтобы кто-то переключит радиостанцию. Вот такой. Вот я не знаю, это просто привычка. Человек привыкает, что вот у него есть какая-то определенная аудитория, и все. И что-то новое, это шокирует уже. Это страх какой-то. Ну, это же хорошо, когда шокирует, это все. Хорошо, когда шокирует, но когда не тех, кто ставит, вот, а тех, кто слушает. А если им не давать этой возможности пробовать, вот, понять, что для них, что это музыка, что это для них. Как бы первая реакция может быть шокирующая, а вторая уже привыкают уже к этому. Но сами радиостанции боятся, я думаю.
Боятся Ну, я потерять просто- аудиторию. Почему я навязчиво так спрашиваю? Потому что практически, учитывая, что все радиостанции мира рок-музыку просто популяризируют и хотят, чтобы о них звучала качественная музыка, то мне непонятно, почему вот именно наши радиостанции не хотят и боятся чего. А вот все-таки, Александр, вот твое отношение к кавказской эстраде? Это такое направление, течение временно или навсегда, или что это? Я думаю, она долгий... Ну, это уже давно. Это с 90-х ведь началось все. Вот. И ну, вот эта вот популяризация простой музыки. Да, элементарно, большая часть, опять-таки, имена не буду назвать, я работал в этой сфере, как бы, да. И большая часть, 70%, наверное, даже 80%, они просто выступают под фанеру, они просто открывают рот и делают вид, что поют. Вот. Но людям, то ли они это знают и не хотят это, как бы, верить в это, то ли что, но вот их устраивает это. Улыбки вот эти вот, открывание рта, вот непонятно. Их это устраивает. То есть сами они ничего не предпринимают для Они, того, ну, чтобы, можно сказать, чтобы Ну, их концерты были лучше, а народ туда валом валит. Да, да, потому что и нечего больше предложить, в принципе, людям. Они только это есть. Альтернативы нету. Качественной альтернативы. Она есть вот в андеграунде, да, вот рок-музыканты наши там и так далее, но нету именно качественного продукта, вот качественной рок-группы, которая бы, правда, бы заинтересовала. Вот в Осетии что? В Осетии любят свой язык, свое народное вот это вот. Вот. И, ну, я думаю, что мы бы могли им дать это вот с Кройдон, с отцом, да, но я же говорю, вот надо как-то вот, надо рискнуть как-то вот всем вместе. Ну, с чего-то же надо начинать. Надо, да. Вот с чего ты предложил начать, чтобы ты сказал, что вот если мы вот так хотя бы вот эти 2-3 шага сделаем с поддержки там чего или кого-либо, то мы можем уже выйти на нормальную аудиторию. Все просто. Так же, как и все остальные, так же, как и вся вот наша кавказская эстрада работает, да. Я против них ничего не имею. Я с ними общался, хорошие люди. Но они так привыкли тоже. Это их хлеб. Они так зарабатывают деньги. Но они ничего не делают для развития культуры. Вот в общем. То есть, по большому счету, вот эта вот попса, как бы, эта фанера, она убивает культуру. Популярную поп-культуру. Они это не понимают или не хотят понимать? Им это не надо. Они свои деньги получают за это. За что им еще надо? Но время это пройдет, и все это всплывет? Или как? А что и что? Всплывет и что? Ну, культуры-то не будет уже. Именно Ну, песенной культуры же не будет Я уже. думаю, что они особо об этом не думают. Все вот эти вот наши эстрадники, они не пытаются ни живьем играть, ничего, ни петь даже живьем. Так что я думаю, просто если человек, правда, был патриотом, он бы постарался, он бы потрудился. Вот. Это сложно, конечно, да, но когда у тебя уже есть имя, можно уже вот попробовать начать уже это делать. Потому что во всем мире, в принципе, это позорно, то, что происходит у нас. Это во всем остальном мире это уже позор. Грубо говоря, это даже позор, это нарушение уже, закона. Это нарушение закона, Да. это привлечение уже к ответственности за это все. Это так, да. То есть идет просто, грубо говоря, мошенничество. Что ты выходишь Да, на сцену, именно, пойдешь да. под фанеру, и за это получаешь деньги зрителя. Ну да, да. Но вот просто не только дело в этом, просто людей это всех устраивает тоже. Вот это вот страшно. И зрителей устраивает, Зрители и тех, которые на устраивает, да. сцене. Я просто знаю, что некоторые зрители знают все это, что происходит. Но они просто ходят, потому что все ходят, и я хожу. Все побежали, и я побежал. Скажи, пожалуйста, вот большая часть твоих песен, оно на чьи стихи? Моих песен? Да. Или кройдоновских? Кройдоновские. В основном там есть и Коста, и на Коста тоже мы написали песни. Вот, и Хсар Джикаев тоже, и мемориаловские песни. Вот отец сам тоже пишет тексты. Скажи, пожалуйста, а вот песни Коста, то есть стихи Коста, на которые вы сделали эти песни, это что? Это была принципиальная позиция или все-таки желание это все услышать? Вот. Ну, во-первых, эта традиция еще началась в 79, даже, наверное, еще раньше, вот в Бон-Вороне и в Мемориале тоже. Вот, потому что, ну, это же классик, наш классик, и почему бы не... Его стихи очень подходят под рок-песни. Вот вообще, если бы он современником нашим был, он был рокером, я уверен в этом. То есть Коста был бы рокером. Рокером Это был, интересный да. ход. Он бы любил рок, да. Да. И все-таки вот помимо Коста еще чьи стихи?
Ну, из классиков больше никого, вот только Сарджикаев, вот именно у нас, как бы, да, и отец сам пишет некоторые тоже. Все, в принципе, больше никого. Ты сам не собирался писать стихи? На Снийском? Да. Нет, я Сложно. настолько я не владею как бы литературным языком, чтобы писать. А твой Мне принцип сложно. вообще подхода к музыке имеется в виду? С чего начинается твоя первая нота? Просто взять гитару и импровизировать, начать. Само выходит из тебя это. Для выливается. этого нужно какая-нибудь там атмосфера, то есть ты должен быть один в комнате или там где-то на Желательно, природе? да, желательно один. Желательно, конечно, один. Когда сочиняешь музыку, то сложно, когда кто-то над душой стоит. Хотя когда ты с группой это делаешь, это общий процесс уже становится, такая некая магия общая. Вот. То есть, можно сказать, вот коллективный такой подход? Да, к этому? это просто импровизация бывает, джем. Начинаете играть, и что-то получается. А есть ли вот какой-нибудь рок-клуб во Владикавказе, где вы вот собираетесь и играете хотя бы в неделю раз? Ну, я лично в неделю раз играю в Ноттервилле только. Это такой паб. У нас есть бельгийское пиво, вот, все такое. А во всех остальных уже очень реже, как бы. Ну, это Infinity, клуб, Рояль. Там тоже иногда выступаю. Вот сейчас вот должен... То есть хозяева вот этих клубов, они приветствуют? Да. Они именно живую музыку приветствуют, да. У них разное бывает, но они вот рок-музыку, джаз, блюз, все это приветствуют, да. Есть ли методы борьбы вообще вот с той якобы псевдоэстрадой и псевдомузыкой, чтобы можно было сказать, что народу просто объяснить, не так, чтобы они озлобились еще больше, Да. а просто объяснить, что есть другая Еще музыка, что-то, еще да, что-то помимо более этого. лучшее, более качественное. Что нужно, по-твоему, делать именно в вашей молодежной среде? Ну как, все-таки вот я возвращаюсь опять-таки к рекламе, потому что, ну как реклама, телевидение, радио. Вот человек садится в маршрутку и слушает вот всякие песни. И тут опа, рок-музыка заиграла, наша рок-музыка. Вот. Это уже как бы, это уже такой ход воспитания, воспитательный такой. То же самое телевидение. Молодежь не смотрит как бы вот эти местные каналы, допустим, да, там тоже Алания там и так далее. Но слушать музыку. Ну да, ну может быть, если кто-то из знакомых там выступает или они знают об этом, они, может, включат, но им не интересно смотреть в общем наш местный канал, да. Но если их как-то вот заинтересовать, то есть что-то современное там будет, или они будут знать, что там есть какая-то передача, где клипы, допустим, или обсуждаются, или что-то еще, и там будет и рок-музыка, и все там будет, тогда это и к телевидению тоже привлечет, и телевидение их тоже привлечет к этому. То есть это такая взаимный культурный обмен, информационный, скажем так. Вот я думаю, все ресурсы имеют значение. Нету что-то такого, вот какого-то конкретного рецепта нету для этого. Нужно всем вместе общими нет ли силами. боязни обратного хода, что именно представители вот псевдокультуры, вот это, сами могут сказать, что вы слушаете, это вообще не музыка? Ну, Или это может быть всякое. спорт только такой творческий в этом плане? Ну, может быть всякое, потому что я думаю, что это нормально, конкуренция, да? Потому что я к чему говорю, что есть, опять же, ход, такой ментальный ход, да, что есть зритель, который просто привлекает его вот любой продукт, да, который на сцене бывает. Имеется в виду, будет ансамбль, будет театр, спектакль, да, или будет и концерт какой-то. Он идет на то, что он хочет видеть. И для него выбор есть. То есть он может не пойти на Шекспира, а пойти на такую дешевую комедию, которая просто он от души посмеется и выйдет и забудет, и все. И в то же время на концерты он пойдет на кавказскую эстраду, которую он опять ни слова не поймет, там это, или если там, конечно, по-русски будет петь, но все забудет. То есть, ну, останется какой-то, опять же, что он был на концерте там такого-то из кавказской эстрады, да? А на рок-концерт он не пойдет. Он не пойдет. Это как бы не приговор, на самом деле. На самом деле, это мы, можно сказать, такой небольшой диагноз сделаем этой проблемы, да, чтобы решить все-таки. Ну, это правда проблема. Хочется иметь ту молодежь, которая занималась именно качественной музыкой и выходила с качественным продуктом. И вот что нужно для этого, опять же. То есть какие условия нужно создать для молодежи, чтобы помимо того, что ты сказал уже, что там телевидение, там радио, все остальное, что еще нужно? Почему у нас вот рок-группы, например, в Южной Осетии нет ни одной рок-группы?
Почему? Потому что очень давно не было концертов, рок-концертов в Южной Осетии. Тогда это вина также тех, кто занимается рок-музыкой. Да, наша вина, да. Да. И об этом говорю. Потому что Да, да. если его нету, как мы Конечно. можем его любить? Понимаешь? Я всегда об этом помню. Вот. И первое, что я хочу, вообще мы же с Коридоном, мы выступали на местных концертах, но это были так. А именно серьезный сольный концерт, вот, мы хотим начать именно с Южной Осетии, вот, с нашей родины, с папой. Вот. И я думаю, что это будет толчком, потому что для меня был толчком, те же Night Scream были толчком для меня. Когда я первый раз их увидел на сцене, я захотел, потому что Бон Ворон в середине 90-х собирались, но это как-то вот мимо меня как-то. Я был тогда, я помню все это, но это все-таки был не совсем рок, скажем так. Когда именно группа появилась такая серьезная, Night Scream, играющая тяжелый рок, там, это все заворожило, интересно было. Для меня, для подростка, 13-летнего, 14-летнего, да. И вот так же, я думаю, если мы дадим концерт, какая-то часть молодых людей тоже вдохновится. Я так думаю. Я не то, что думаю, я даже на это надеюсь, что так и произойдет. И появятся какие-то молодые парни, которые захотят играть и будут играть. Александр, я на это надеюсь. скажи, пожалуйста, есть еще одно направление в эстраде, которое объединяет, синтезирует все виды искусства, и это называется рок-опера. Вот твоя любимая рок-опера? Jesus Christ Superstar. Я думаю, это единственная, наверное, которую я слушал, но она моя любимая в любом случае. Вот есть же подход, да, к этому. Вот на какую тему ты бы сегодня хотел, осетинскую национальную тему, ты бы хотел услышать рок-оперу и посмотреть? Нарский эпос. О Нарском эпосе, да? Да. Тогда давай уже принципиально подойдем к этим самым. Будем выбирать для них и композитора, и кто будет стихи писать в этом плане, да? Что для тебя как это возможно? Люди, которые любят рок, их немало, в принципе. Собраться вместе, естественно, и составить план, как все, кто будет писать тексты. Может, все вместе. Это как, опять-таки, группа, которая начинает играть. Только тут мы пока обсудим все, допустим, какие сюжеты брать из Нарского эпоса. А потом уже, с музыкой уже попроще, потому что музыкантам с музыкой проще. Главное определиться с идеей. Ты понимаешь, что, учитывая то, что ты сказал, если это случится, это будет очень даже интересная революция в сознании той же молодежи. Да, у меня даже мурашки пошли. Это будет очень интересно. Ты понял, да, эту ситуацию, да? Что именно таким образом можно привлечь и молодых, и публику к себе в отношении того, что это их не все родное. Да. И любой подросток, который будет смотреть и восхищаться тем, что происходит на этой же сцене, и слушать, что поют, и слышать родной язык, для него это будет такой шоковой терапией, которая просто перевернет его сознание, как у тебя в конце концов это случилось в твоем детстве, когда ты что-то услышал, да? И после этого уже все пошло и поехало. Это перевернет сознание даже тех людей, которые рок не слушают, потому что для тех, для кого просто Нарский эпос это свое родное, и он услышит, что какие-то рок-музыканты о Нарском эпосе поют там, или какие-то сюжеты берут. Для него это, наоборот, будет и привлечение к рок-музыке, и вообще это будет поводом для гордости, скажем так. То есть, учитывая, что мы с тобой такой небольшой диагноз сделаем, мы определили даже, как это вылечить. Можно, да, я думаю, можно так. Но один в поле не воин. В Нарском эпосе были герои. Могу поспорить, и один в поле воин. Да. Потому что если человек, который обладает этой идеей, хочет его сделать, и ни перед чем не остановится, он его сделает. Согласен. Ты же тоже сам по этому принципу работаешь, однозначно. Потому что если ты хочешь добиться эффекта в этой музыке, которую ты сочиняешь, и сконцентрироваться, то его ты делаешь до конца. Потому что говорить об этом, что есть такая идея, но я не смогу, это уже не идея. Понимаешь, это просто такая фантазия на эту тему, которую, если кто-то сделает, я приду посмотрю. Но это не идея. То есть идею делают те люди, которые задумывают и делают до конца. Я к тому, что мало людей с энтузиазмом. У меня был энтузиазм. Был или еще есть? Я надеюсь, что он есть еще, да, потому что, когда уже много проектов начинается, вы меня можете понять, у вас несколько телевизионных проектов, и вы же не можете одновременно сразу два
Вот и здесь сейчас сниматься, и там. Это клон должен быть уже какой-то у вас. Ну, одновременно не могу, но я могу тебе сказать, что записывая сейчас передачу, послезавтра у меня другая передача записывается, Да. она уже там, и потом еще в воскресенье. То есть, Еще монтаж, да, это же тоже... ну да, и спасибо Северо-Российскому телевидению за предоставленную возможность, конечно, на самом деле это очень серьезно, потому что мы сегодня, говоря здесь, мы это с помощью только Северо-Российского телевидения создаем. Спасибо. Вот Спасибо. эту передачу, да. И я к чему говорю, что я не думаю, что надо останавливаться, надо развивать вот эту тему, Не потому надо что останавливаться. ни один уважающий себя осетин не останется в стороне. А идею продвигать нужно всегда. Да. Потому что идея рок-оперы, она давно витает в воздухе. И уже главное, кто его сделает и как его сделать. Потому что тут уже особых проблем нету. Осталось дело за малым. Надо найти стихи, тему и Команду, собрать команду и собрать творческую. команду, творческую команду. Потому что я так думаю, что и очень много талантливых ребят вокруг тебя, которые просто присоединятся и будут это делать. Или я не прав? Нет, вы правы. Есть, как бы, да, есть. Вот. Еще могу комментировать. Да. То есть, Александр, вот все-таки какие планы на будущее? Помимо того, что я тебе уже загрузил идеи, твои же идеи. Планы на будущее — это сейчас издание альбома, вот, концерт Кройдона. Потом у меня еще есть другая группа, ну, не на остинском поем, на английском, тяжелая группа. Мы, вот, так, пользуясь случаем, скажу, что мы в 2012 году в Таганроге на фестивале «Юрок» вот, заняли первое место. Dominated группа называется. Ничего об этом не слышал, сразу признаюсь, потому что вот так, такая да, ситуация. Да, вот это тоже вот последствия того, о чем мы говорили, да. То, что, в принципе, никому это не надо. Вот. И, ну что, запись альбома Dominated тоже. Вот, и несколько концертов, если получится, в поддержку группы, в поддержку альбома. И также вот Кройдон, альбом и поддержка, тоже концерт в поддержку альбома. Вот, в принципе, это самое главное сейчас, самые ближайшие цели. Вот разговаривая с твоим отцом, я вот забыл у него спросить, потому что все-таки ты объяснишь, откуда название пошло Кройдон. Кройдон предложил Валера Кабулов. Вот. И что есть город, такой город в Англии, кажется, вот, Кройдон. И типа это будет прикольно. И город есть в Англии, и потом это наше слово тоже, да, водяная мельница или вода из мельницы, да. Вот. И нам понравилась идея, звучит хорошо, национально, еще как бы и с Европой тоже как-то связано это. И, в общем... Но помимо осетинских там будут другие песни? Или просто это будет чисто осетинский Нет, проект? Кройдон исключительно остинский проект. Ну, может быть, я не знаю, ну, всякое бывает, в голову взбредет. Помимо тебя и твоего отца вы будете привлекать еще туда музыкантов? Мы бы хотели, да. Нам сейчас очень важно барабанщик, потому что Валера, он как-то не может, что ли, не знаю. В общем, мы с ним как-то порвали такие творческие отношения в какой-то момент. Вот. Ну, надеемся, что, может быть, он еще сможет как-то вернуться как-то с желанием, с энтузиазмом подойти к этому. Но пока с этим проблемы. Вот у нас нету барабанщика. Я же говорю, вот барабанщиков нету. Я начал с этого, то, что, ребята, играйте на барабанах. Есть, Володька, знаете, хорошая школа даулистов, обращайтесь. Научите. Там есть ребята, которые просто играют, бешено играют на... Я знаю, даулисты у нас на высшем уровне, я не спорю. Как бы. Можно перевести как-то вот это направление. Если человек сам не хочет играть на барабанах, то ну как его переведешь? Они все хотят, просто не знают, как это сделать. Может, к кому обратиться. Вот я же говорю, вот если концерт, допустим, будет, да, и люди увидят, вау, да, вот, и может какой-то доулист там будет сидеть молодой, скажет, какой доули там, дай-ка я на барабанах поиграю. Может такое будет, кто знает. Вот. Но просто престижнее играть сейчас в таких ансамблях. С доули, гармошка, гармония, ну, вот. Ну, как бы не знают они вообще, надо им это или нет. Молодежи. Надо им играть на барабанах или на гитарах, или вообще рок-музыку играть надо. Надо им пока показать, а потом будет видно. У любого молодого человека бывает мечта, который просто хочет, чтобы он достиг уровня, да, какого-либо ансамбля, певца, там, музыканта. Вот все-таки вот с кем бы ты хотел выступить на одной сцене? С какой или группой, или музыкантом, вот мечта, вот с кем бы ты хотел выступить? Ну, если такая прям, которая нереализуемая мечта. Почему нереализуемая? Ну, мечта всегда реализуема. И как восточные мудрецы говорят, бойся своей мечты. Ну, не знаю. Наверное, это Металлика.
вот, выступить с ними на сцене. Ну, с Потому что Металликой выступить на Да, сцене. конечно. И это в было какой очень композиции? круто. Любая. Потому что мне вся Металлика нравится. Вот, не буду говорить какая-то определенная песня, но вот такая вот очень... То есть, если такая... Ну, я бы был не против, скажем так. Не то, чтобы мечта, я уже как бы немножко вырос из этого. как бы, дело из в том, такой что мечты. оно реализуемо просто-напросто, потому что я же говорю, что если вдруг это случится, ты же что дальше будешь делать? Ну, если это случится, это значит, что я уже вышел на очень высокий уровень. Если такие корифеи меня допустят до своей сцены, как бы это значит, что я уже на уровне. Мировом. Скажи, пожалуйста, а вот твоим педагогом кто был, помимо твоего отца? Педагогов у меня, наверное, было много, потому что не обязательно, чтобы человек учил тебя конкретно играть. конечно. То есть педагог – это любой человек, который встречается на твоем пути, интересный, который какие-то советы тебе дает. Ты смотришь на него, и он уже тебя учит. Вот. И опять-таки, это мой отец, группа Night Scream, Алеша Кузаев. Вот он первый раз мне показал, как надо вот правильно играть на гитаре. Георгий Арболишвили тоже, да. Вот потом уже здесь, во Владикавказе, у меня был Сергей Суджашвили тоже. Суржик у него кличка была. Вот это вот мой тоже гуру такой своеобразный был. А потом уже, наверное, я так сам. Я уже просто вот такой вот... Просто обмен происходит, общение. Вот уже такая учеба была. Вот конкретно, что был учитель, это вот, видимо, Суржик, да, был последний мой учитель, скажем так. И все. Чуть-чуть я в училище поучился. Струня был какое-то время моим, Струщенко Владимир, моим учителем. Вот, ну... Сам не собираешься вот в дальнейшем учить? Это сложно. Учить сложно. Потом нужно, чтобы как-то теорию уже надо знать, а я все-таки самоучка. Вот, и сложно бывает объяснить это по пальцам, скажем так. Вот, все-таки надо знать теорию, все. Можно, конечно, поднатаскаться, но когда у тебя много своих проектов и дел музыкальных, то еще этим заниматься сложновато бывает. А вот я пробовал. Может случиться так, что после нашей передачи будут искать, да, вот тебя, твою группу, чтобы прийти, поучаствовать, там, предложить свои возможности, вот в этом плане, имеется в виду в чисто музыкальном характере. Вот, куда им обращаться? ВКонтакте можно обратиться. ТДФ Александр, я там. ВКонтакт, Фейсбук, в принципе, соцсети. Через соцсети можно с тобой конечно. связаться, чтобы можно будет уже с тобой пообщаться. А есть ли какая-нибудь вот у Кройдона страничка, что можно было тоже найти, послушать композиции? У Кройдона пока нету странички, но я планирую, да. А на твоей страничке есть композиции, которые можно послушать? Да. И в Ирон Роке тоже есть в ВКонтакте. Вот. И Ирон Рок еще есть в Фейсбуке тоже. Вот. И у меня на странице, у моего отца на странице тоже. Везде у нас есть наши песни, которые вот мы выложили в интернет, они там есть. YouTube. Сейчас совместно еще делать, подготавливать еще новые песни? Да. Вот мы сейчас 3 сингла выпустили. Хажорунта, Зворзендау, Хсара, песня старая. Ну, отец ее сам пел. Вот тогда тоже. И Волжек на куста. Вот эти 3 песни мы синглами пока выпустили. И вот сейчас, вот если я же говорю, вот получится к концу весны мы альбом уже издадим. Там будут эти же 3 песни, и плюс еще, сколько получается, 9 других песен, да. И в общем, 12. вы будете еще использовать слова Куста Хитагурова? Да, У нас еще, у нас будут еще песни на Куста, да. То есть можно такой отдельный альбом издать, да? Что... Ну, альбом нет, как бы, да, но мы вообще планировали. Имеется в виду песни на слова Куста? Да. Вот, естественно, мы укажем все на диске и так далее. Вот. Но мы даже планировали как-то на день рождения Куста, вот, который отмечается в всей Осетии, вот в этот день выступить. Вот. Но посмотрим, как получится. Если найдем музыкантов, барабанщиков, вот, то, может быть, и выступим. Если, конечно, это кому-нибудь нужно будет. Вот, так что. Давай чуть-чуть отойдем от темы музыки. Давайте. И хотелось бы просто вот более широко посмотреть на культуру со стороны, вот в этом плане. Вот, на твой взгляд, потому что все-таки у тебя есть уже определенное представление, как это все должно быть. Вот, чего сегодня не хватает в культуре Осетии? Ну, помимо языка, это понятно, даже мы с вами говорим не по-остински, вот, но
как бы дело даже, проблема не в этом. Не хватает, наверное, какой-то самоидентификации, что ли. Я не В чем знаю. она должна выражаться? Помимо языка. Мы не идем в ногу, может, в ногу со временем мы неправильно идем. Я не знаю, как это все. Просто все концентрируется на языке, и многие очень указывают пальцем, типа, Ироновна, Журас там и так далее. И это немножко отталкивает, если честно. Вот я не говорю, что я интеллигент, и меня это, я думаю, что интеллигентных парней или вот из таких семей культурных это отталкивает, и они уезжают. И из Северной Осетии, и из Южной Осетии. Потому что, когда тебе тычат постоянно, ты не осетин, ты, короче, это кто-то другой, то как ты не осетин? Как ты не осетин? Если ты творческий человек, ты уже как бы патриот. Если ты работаешь на свою родину, на своей родине живя в своей родине, работаешь на свою родину, как бы ты патриот. И может, это, конечно, большая проблема, да, то, что не все язык как бы используют, скажем так, да, свой родной. Но это не главная проблема. Но все на ней концентрируются, и это отталкивает, на мой взгляд. Александр, спасибо за интересный разговор. Спасибо И вам. спасибо всем тем, кто нас сегодня слушал. До свидания. Спасибо.